Так, ребята, всем привет! Гибрид Центр всех приветствует вас. Вот такой вот у нас сегодня автомобиль в работе. Это у нас король минивенов Toyota Alphard. В очень хорошей комплектации. В общем, приехал он к нам на батареечку. Сейчас Андрюха снимает сидушки. Добираться будем до батарейки. Вот такой крутой автомобиль. Можно сказать, как Land Cruiser, только в кузове минивэна. Сидушки вот такие, алькантара, все есть черный салон, пелка Alpine стоит у него. Как-то вот все вот так вот сделано, все качественно. Электросиденье, салон с атаманками, подсветка, телевизор. Квартира, короче. Че? А, ну. Короче, машина такая, крутого класса. Можно сказать, лайнер. Это лайнер. Да, лайнер. На который просто сядешь и уедешь куда хочешь. С кайфом. Вот. Ну а так, в принципе, что могу по технически сказать про этот автомобиль? Автомобиль, и я еще раз повторяюсь, такой же, как, в принципе, Harrier. Он одноклассник Харриера, только в кузове минивэна. Ну вот так вот, в общем, что еще могу сказать. Двигатель здесь АР стоит, у него тоже гибридная установка, тоже от Харриера, Camry, Crown. Это все однотипные машины. Батарейка такая же у них, 34 элемента. Вот. Находится она у него вот здесь вот, под вот этой вот всей частью. То есть надо будет нам, чтобы добраться, сейчас сидушки снять, разобрать полностью центральную консоль, добраться до нее. Ну, в общем, вот такой вот автомобиль прикольный. Alphard у нас в работе первый раз. Не было у нас такой машины еще ни разу. Wildfire был, он в принципе похожий. Estima была тоже, она в принципе чем-то даже, можно сказать, похожая. Ну, это, конечно, круче машинка. Также, что у нас нового? Приехал мотор на Prius 30. Вот такой мотор. Пробег 80 тысяч километров всего. Ну, в принципе, это немного. Вот, и мы будем менять, получается, этот мотор завтра где-то, наверное. Так что тоже будет интересный контент. Будем менять его на подъемник. В общем, ребята, у нас приехал вот такой вот Honda Freed. Человек купил вот в этой компании Регион Авто. И, в общем, человек из Якутии не рекомендует эту компанию. Говорит, что, ну, как бы пришла машина с такой проблемой, что у него шумит подшипник в вариаторе. Там есть такой подшипник, и он у него просто шумит на ходу. Ну, как только коробка работать начинает, он начинает как бы шум издавать. В общем, это у нас замена вариатора, в принципе. Ну, а что, в принципе, как бы проблема такая, что человек обратился к ним. Машина пришла, во-первых, на автовозе. Во-вторых, купил ее за бешеные деньги в этой компании. И как они машины проверяют, получается, вообще ее не проверили, ничего. Просто взяли ее в Якутию, отправили с косяком конкретным, не работающей коробкой. И человек звонит, говорит, ну хоть верните деньги там на вариатор, да? И как бы просто говорят, покупай сам на дроме, меняй сам. Это что за вообще отношение такое? Я как бы думаю, что это неправильно. Если уже пришла машина с косяком, вот он косяк подтверждается, я думаю, что они должны возместить эти ущербные деньги. Поэтому и не заказывайте в компании Регион Авто автомобили, я считаю так. Это будет конкретно антиреклама. То есть мы рассказываем по факту, что есть, то есть. Вот. За что купили, за то продали. Вот оно. Такая проблемка есть. Все, всем как бы подписчикам. Покупайте только в проверенных компаниях свои автомобили. Ну, человеку вот так не повезло, в общем-то, с Фридом. А так, Фрид хорошая машина. Очень мало их к нам вообще в сервис приезжает. Единичные случаи. У нас Фридов за год было всего, наверное, штуки 4 по обслуживанию. Только приезжают, только обслужить, масло поменять и больше ничего. А таких проблем никогда не было.
Вот так, ребята. Короче, ребята, от чего умирают батарейки на Альфарде? Вот посмотрите, что случилось. Здесь просто шуба. Вот такая вот. Вот, все закупорено. Вот так. И с той стороны тоже? И с той стороны также. То есть она не дышала вообще никак. То есть она грелась. От этого нагрева умерла батарейка, скорее всего. Чистите свои вот эти окна. Здесь тоже вот такая же история. Вот. Забор идет. Забито все, ага. Вот из-за этого умирают батарейки на всех автомобилях. Особенно микроавтобусы страдают такой проблемой. Ну и не только, приусы тоже. Вот у нас на диагностику заезжает Эстима. Вот такая. А этих мы уже 2 машины делали. Таких. Ну вот так мы разобрали Альфарда. Кулера грязные, жестоко просто вообще забитые. Ну, короче, вообще жесть, конечно. Сейчас батареечку разберем, поставим на диагностику ее и будем смотреть, что у него с элементами. Сразу на поканалку его поставим. Максимка тут дербанит косы, короче. Вот, все разбирает, смотрит двигатель. Сейчас движок надо обслужить. Пока удобно это все делать. Снять ЕГР, почистить систему ЕГР ему. Сразу поставить чистую дроссель. И будем ставить приуса на подъемник и будем разбирать его. Работа есть, это хорошо. Работы у нас много. Тачки едут. Всякие разные. Причем уже проблемы уже решаем, да? И двигателя менять уже начали. И коробки меняем. И вариаторы обслуживать пытаемся. Короче, уже много чем. У нас спектр услуг уже здесь уже богатый, великий. Даже электрику что-то мы уже делаем. Прошивки, чип-тюнинг. Смотрите, какая штука стоит еще. Типа заглушка для этого, для какой-то фишечки. Это что? Заглушечка, ну не трогать не надо. Ну да. Сейчас надо его разобрать. Все подписать. Главное, бархотки у него не забыть где. У нас такая батарея первый раз приехала. В такой компоновке мы еще не разбирали, да? Вообще никогда. Все вообще мертвое. Но это, братан, последняя машина, которую мы не делали. Это все. Остальные мы, в принципе, все делали. Какая не делали? Ну да. Кроун делали, Камри делали, Сиенту делали. Аквы, Альфы, это для нас вообще семечки, да? Приусы мы вообще, да, щелкаем как и не знаю что. Так что обращайтесь. Разберем его. Короче, разбираем контрактный движок. И вот, кто говорит, типа, контрактные двигателя в заебатом состоянии, то вот, ЕГР уже надо на нем чистить. Вот такая вот труха с него летит. Он просто зашлакованный. Ну, значит, и коллектор грязный. Коллектор, вон, смотри, забитый какой. Смотри, внутри сколько там всякой шляпы.
Клапан ЕГР вообще грязный, забитый, смотри какой. Жестоко. Да, дроссель тоже грязный. Сейчас все это подготовим. Да, сейчас это помоем. Все помоем. Подготовим двигатель к установке. И будем ставить. Ну-ка. Вот такой забитый ЕГР. Может вот это? Давай попробуем. Ну а Макс тем временем разбирает Приуса. Изучает Приуса. Пиздец изучать надо. Ну ничего. Это просто Зато профессионалом будешь скоро по Тойотам еще дашь. Ну что, сложно разбирается? дохуя. Ну, Дохуя больше, разбирать. чем Хонды. Дохуя очень. Да? Тут, блядь, еще половину нахуй даже не отсоединил. Да? Сальники вот они Косы получаются. Дохуя, всякой хуйни. Ну. Вот эта подушка. Подушка у него порванная, кстати. Порвано? Ага. А, ну да. Вон. Подвес. Вон. Ну Вот да. С этой стороны вообще вон видно заебать. М. Ее снимать надо. Заехал ко мне вот такой Subaru XV. В общем, батареечку тут снимали. Сейчас будем проверять все. Будем смотреть, диагностику делать. Ну а так машинка прикольная. У меня таких машин очень мало приезжает. Она не выдовая, да? Выдовая? Двушка. Двушка, пушка. А, ну двигатель не турбовый, да, обычный. Обычная. Все вот так вот здесь. Ключик не видит. Вот у них получается экран сверху идет, как на Фреде. Android магнитола уже ставил, да? Не родная. Ага. Ну-ка, приборка что? Ключ не видит, да? Есть ключик. Коробка вариатор обычный, по-моему, на них стоит. Такая панель. Ну так-то красиво все сделано. Тахометр есть, спидометр, контроль полосы, все системы, да? Адаптивный круиз, радар также здесь стоит у него. А вот получается как гибридка работает. Ну тут литионная батарея стоит. ЭКС. А экранчиком управлять как? А, отсюда вода получается. А, прикольно. Расход, экономайзер есть. Распределение мощности. Ну круто сделана машинка. Subaru, я говорю, всегда такие машины были технологичные. Так. Что у нас там под капотом? Здесь. Ух ты. А, доводчиков нет этих, да? Ну, газовых упоров. Аккумулятор тут стоит у него уже, не как на этих, на приусах сзади. Мотор здоровый. Мотор обычный же у них, рядный, да? Не оппозитка идет. Оппозитка также все, да? Subaru Boxster. А, Конечно, вот такая. Замену масла на подъем, на подъем. кого? Вот тут. Шаттл, что ли? Макс так говорит? Да, да. А, давай сейчас сделаем. Фильтр у него стоит здесь, да, получается, масляный. Удобно вообще снимать, обслуживать. Прикольная тачка, конечно. Так, прокладку будем новую ставить на коллектор в этот двигатель. И прокладку на ЕГР тоже будем вот новую поставить. Потому что эти уже старые, пережатые. Двигатель очень грязный. Где система ЕГР была, да? Угу. Вообще все загажено. Так-то, в принципе, это движок вроде неплохой. Все, вот подготовили, Макс его весь готовит сейчас. Будем втыкать. Нам главное тот двигатель, братан, вытащить. Тоже. Снять его.
Помпу сразу, пока этот не снятый, да? Да. Переставить, все подготовить. Ага. Потом херанем. Ну и все, по-моему, подушку открутить осталось и все, да? Только сверху. Поддоны сейчас наставим. Вот так вот Макс весь двигатель снял вместе с коробкой. Все на поддонах аккуратно лежит у нас. Вот он, инвертор с Приуса. Вот так выглядит. Небольшой вот такой. Фишки тут тоже легко отключаются. Вот так все. Ну и конечно, если бы у нас не было подъемника, мы бы такую работу не смогли бы, да? Это вообще жопа. Представь без подъемника такое делать. С подъемником-то что нет? Можно ковыряться. Опустил, поднял, да? Опустил, поднял. Но пока лето, мы будем заниматься такой работой. Зимой мы будем заниматься только хондами, скорее всего. Ну и батарейки будем ремонтировать тоже. Все равно шланг нам все равно переставить надо будет. Какой? Один хуй отсоединять придется. Почему? Ну, нам же все равно его отсоединить надо, шланг-то. А, Один хуй. ну а что там шланг резанный же, потому что, да? Там-то, да? Ну да. Шлангу пиздят там. Ну отсоединим на снятом моторе. На снятом-то лучше будет. Конечно. ЕГР уже открутили, да, считай? Ну. Так. Короче, Макс двигатель весь открутил уже весь. Подушки сейчас расслабили. Так. Там тоже все. Ну все, вроде. Все, подставили поддон. Сейчас будем потихо поднимать тачку. Теоретически у нас все должно быть сейчас чики-пуки, да? Да. По идее должно быть так. Ну упришь ты, ебаный, ты заебал. Подожди. Может ее привязать? Вот так. У нас же получается Вот так, да. хотя бы вот так. А, вот. Теперь он туда будет опираться, бля. Да она, мне кажется, плохо пройдет. Пройдет. Так. Что там, Максим? А? Как бы там снизу Что ты открутишь? маховик бы там не А, ты пошел. коробку саму? А что маховик? Ну, блядь, снизу как бы у него есть как бы крышка. Крышка есть. Ну? И эту крышку снимаешь, если там на маховике, блядь, болты не надо будет откручивать, то заебись. А если надо, то, блядь, это надо было раньше делать изначально. Коробку хуй соединишь. Не, мне кажется, такого тут нету. Да, ну, Это как на Хонде должно быть. Так же. Сейчас болты отэтуешь. вот на Хонде такая хуйня есть на первом поколении. Не, это первое. Это гибриды, братан. Тут все по-другому. Если бы была бензинка, другое дело. Здесь темперный диск и все. Он даже не взводится. Ты же видел, мы же ставили с тобой этот, как его? Сичер-то, помнишь? Сишер же приезжал же. Ты точно так же втыкал. Тут такая же система. Ну да, там вроде бы Там не надо было, да. Ну это будет заебись, если будет. Короче, ты ее половинишь, да, уже все. Ну, Хочу сказать про эту батареечку. Она ушла неспроста. Ушла у нее ближе к серединке, получается, вот это. И, кстати, кулер, который был у нас забитый, когда я доставал батарейку, она у нас вот так лежала, и это была как раз-таки правая сторона. Вот тот правый кулер, батарейка делится у нас напополам с помощью вот такой вот перегородки. Где она у нас тут? Вот, она как раз у нас разделяется вот в этом месте. Перегородочка. Вот, она вот тут ставится вот так. Вот так вот. И вот, получается, вот этот кулер еще был более-менее нормальный. Не сильно шубой покрывшийся. Вот он, видать, еще более-менее дышал. Эту половину он и хорошо продувал. А вот эта половина, она пострадала. И даже пострадала она, видно, что прям конкретно от вот этой пары, как только бархотка начинается. Это сразу видно. Вот. Этот кулер он не продувал.
батарейку, и она от нагрева пошла в половинку деградировать. Вот так вот. Вот поэтому можно так сказать, что эта половина у нас сохранилась, а вот это нет. И это, конечно, прикол, потому что это единственная батарейка, которую я увижу, вот такой вот прикол есть. В Альфардах, значит, в 30-х кузовах страдают по половинкам они. То есть, либо этот кулер засранный, либо тот. Но если они оба будут засранные, два кулера, что вот этот, что тот, значит, она будет вся деградироваться. А если у нее один какой-то кулер забитый, то вот такая вот история будет. Поэтому следите, ребята, за своими кулерами. Это очень важно. Вот оказывается, что. Вот такое вот наблюдение я сегодня заметил. Это прикол. Ну, давно не секрет, что батарейки металлогидридные уходят только от нагрева. От перегрева, от того, что не следите за своими кулерами. Грязь постоянно в них и все такое. Вот. То есть машину купил, это не значит, что за ней не надо ухаживать, и неважно какого года. Можно даже убить батарейку 18 года легко вообще, если там картошку садить в машине. Вот как-то так. Заряжаем батареечку. Батареечка вся идеально ровненькая. Мы ее немножко волнами сделали, чтобы серединка была помощнее, края послабже, потом они просядут, серединка, и она выровняется вообще, вся стабилизируется. Вот так, расхождение-то тут вообще по минимуму, по сути. Потому что мы поставили 90 и все. 190 вообще мало разнятся. У него тут 80-ки остались сегодняшние еще. Это всего 2,80. Всего там немного, да. Фигня, короче. Короче, эта пачка будет рабочая, хорошая. Ресурс у нее еще ой-ой-ой какой. Сейчас идет заряд. Забиваем 300. А 500 даже. 500 забиваем. И будем ставить на машину. Вчера разрядил батареечку до 15 почти. Она разрядилась только вольтов. И начала на заряд идти. Короче, разбег 0,11. Это вообще хорошо. А так, вот в статике даже можно сказать, что 16.36, ну где-то тоже так же примерно. Разбег. Раз нахуй. Давай нахуй. Че там? А, ты под нее опустил, да? Да, она под ней стояла. А, Вот это. да. Ну, фишек-то не так-то много, в принципе. Так, это у нас вовнутрь все заходит. Так, это... Ввели Альфарда тестово. Сейчас подключаемся к компьютерам. Короче, отремонтировали мы Альфарду батареечку. Вот, Андрюха все пылесосит. Всю эту грязь. Такие всякие остатки. Кулера все почистили, тоже все чистенькие у нас. Такие кулера. Все, теперь эта батарейка будет дышать, жить. Поменяли в ней 5 элементов. Поставили все почти по 90 с копейкой. 95%, 93%, вот так вот. Нормально. Короче, Альфардик еще поживет. А так у него батарейка хорошая. Жестко сохранилась. Ну вот эта сторона, вот она у него делится вот так пополам получается. Один кулер первую половину обдувает, а второй кулер вторую половину. Здесь перегородка. Вот этот кулер был забит, поэтому вот эта серединка, она и ушла у него. Поэтому у кого Альфарды, смотрите свои вот эти места под сиденьями. Сеточки, они забиваются. Их надо почаще чистить, ну и тогда не будете попадать на такие проблемы. Машина-то в принципе-то новая. Машина без пробежки, наверное, скорее всего, зашла еще. Ну и у них батарейки вообще стойкие, по идее. Если таких косяков не было бы, то она бы жила еще много лет.
ставим пробно батарейку Альфарда. Сейчас будем просадку давать компьютером. Если все хорошо, то уже будем нормально на чистовую все ставить. Вот собираем батареечку. Сделали вообще четко. По своей технологии розетовали, короче, мы эту батарейку. Растасовали. То есть, если она так ведет себя, то мы как бы сделали чуть по-другому. Мы сделали в края сильные поставили. В края чуть послабже поставили. В середине сильные поставили. В края послабже. Вот эти, которые до 80-ок просели. И в итоге у нас потом когда-нибудь сотки просядут до уровня 80-ок, и она еще лучше выровняется по емкости, ну, по вольтажу. Она будет идеальной. И, короче, это ремонт надолго должен быть. Должны ездить элементы, ездить. Ну, главное следить за своими кулерами. Надо ему сказать об этом. Ну, мы покажем ему, конечно, все это дело. Как чистить, чтобы убирался, конечно. Ну, пока нет, по-моему. Они же на GoPro остались. А я на телефон не снимал. Пошла у нас диагностику. Вот такая батареечка от Альфарда. В общем, вот ее показания. Здесь почти что все 100%. Вот 100. Вот идет полностью весь край 100%. Вот. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 элементов 100%. Потом идет 95, 94 тоже нормальные. Это тоже нормально, это тоже нормально. Это будет работать в цепочке, это будет работать. А вот тут уже, по идее, даже 76, его надо убрать. Вот так вот. Вот. В общем, вот этот от 70 уже надо убирать. 76, 64, 65, 26%. Это вообще мертвый. Вот из-за него и вышла ошибка. И вот этого второго. Вот они в паре работают. Все, дальше пойдет у нас нормально. 80 это пойдет, это пойдет, это пойдет, это пойдет. Дальше хорошие элементы пошли. Короче, вот. 1, 2, 3, 4, 5 элементов. Отсюда убираем. Ставим вместо них 90 плюс. Ну, ближе к 100%. И все. И будет она работать. Ну, контрактных элементов у нас есть только 90 плюс. 93, там 95. Совсем соточных нет. Но они будут хорошо работать здесь. Поэтому 5 элементов будем менять. По-любому. Сейчас батарейка у нас отдохнет ночь. После этого, после такого жесткого стресса, ей надо поспать. И после этого мы будем менять эти элементы. Вот такие вот дела. Салончик весь пылесосим. Вот воздуховоды у него Альфард. Вот так вот. Это у него выдув, да, идет? Это выдув. Самое главное, чтобы чистые были там передние. Дух. Ну, Андрюха почти собрался. Салончик. Фух. Осталось сидушки воткнуть. Так вот собираем салончик. Все, обучил двери. Теперь они открываются автоматически вот так. Ну, либо вот так. Все. Сейчас машину загоним, будем чистить дроссельную заслонку.
Вот у Альфарда, чтобы добраться до дроссельной заслонки, целый квест надо пройти. Снять тут жабо надо обязательно, потому что оно там внутри в глубине находится. Вот это полностью все откручивается. Короче, жесть, надо потрудиться. Ну, что эстимы, что Альфарды. Вот такая вот с ними геморрой. У меня на Харьке такой же двигатель стоит. Все то же самое, но компоновка вообще. Под капотом лазить где хочешь. В этом плане машина удобная. Короче, вот добираясь до дроссельной заслонки Альфарда, ну это, конечно, вообще жесть. Даже в эстиме было проще добраться до нее. Вот она там аж находится, короче. Там внутри. Это все разобрать пришлось. Еще и, блин, не знаю. Как-то надо умудриться сейчас это сделать. Уловчиться. Короче, вообще, дроссель почистить здесь не так просто на Альфарде. Денег должно стоить хороших. А Андрюха тут разбирает. Уже собрал. Батарейку. Что, уже поставил? Собрал. Полтинники воткнул. Да. 56, 55. Заменили вот сколько элементов. Ты сейчас сразу информационную шину на нее наэтовал, да? Сейчас сразу подключишь, да посмотрим. Короче, кое-как достал эту заслонку долбаную. Вообще она там. Аж вон в глубине, короче, вон там. Там просто жопа. Доставать ее. И так он мешает все. Морда, считай, не упереться, ничего. Вот, есть такая сложность, короче. И заслонка у нас вот такая вот. Грязная. Жесточайшая просто. Вот. Ее состояние. Как она вообще работала, непонятно. Много лет, видать, работала так с завода. Ну все, Альфард у нас готов. Дроссель почистил. Трудная эта задача, конечно, была, но почистил. Так, сейчас все стоит на обучении. В сервисном режиме. Смотрим дроссельную заслонку. Какие у нее показания. Сейчас он ее подобучит маленечко. Вот уже упала на 16.0. Сейчас еще постоит, поработает, обучится. Должно быть все нормально. Так. Ну все, Альфард у нас готов. Была произведена замена 5 элементов. Аппарат у нас получился хороший. Ну, как бы батарейка хорошая, почти стопроцентная вся. Вот. Из них получается разбег всего 14. По диагностике показал. После работ произведенных. Вот такую распечатку даю, документы. Так. Вот они, все документы. Здесь у нас вот это распечатка с анализатора. Вот 0,14 разбег всего. Все пары ровные. Здесь диагностика с компьютера уже с тачстрима, когда я уже подключил батареечку к автомобилю. Вот разбег всего 11. В общем, выдержала она тоже нормально. Ну, она почти наполовину была заряжена. 2 минуты 22. Это значит, что ну, емкость у нее отличная просто. Вчера мы на анализаторе ее всю проверили. Емкость у нее стопроцентная. Элементы поставили за место гашенных там 30-ников, 20-ников, 90 плюс. Ну и все, будет бегать теперь аппарат. Так, машинка классная. Машина семейная. Туда вот посадил кого хочешь и катайся. Хоть на море, хоть в Краснодар можно, хоть в Питер, хоть в Москву, хоть куда. Это же лайнер. Здесь просто сел и как в самолете. Вот такие вот предметы лакшери есть. Это у нас атаманки. Кресла капитанские. Это у нас все на электронном тоже. Двери с электроники управляются, даже с пульта можно открывать.
Ну, вообще, короче, машина чисто для семьи, для дома. Ну, либо для фирмы какой-нибудь, директоров возить тоже пойдет. Вот. Машина экономичная. На ней очень хорошая магнитола стоит. Также здесь телевизор можно смотреть, детям подключить. Есть HDMI, всякие пульты. Короче, здесь есть все, чего необходимо, в принципе. Ну, аппарат на базе Harrier, Camry, Crown, все егошняя база. Также почистил дроссельную заслонку. Дроссель было очень тяжко на нем чистить вообще. Очень трудно добраться. Подкапотного пространства почти нету. Здесь вообще трудно. Двигатель внутри запрятан. Почти вот настолько он туда зашел. И это почти туда надо. Головой прям. Дроссель почти что в глубине, короче. Неудобно. Даже на Эстиме удобнее его делать. Или на Wildfire намного. Но здесь вот как-то так. Ну а так что, сделали. Вторая батареечка у нас вот тоже готова сегодня. Батарейка Атаку привезли ее просто так, без снятия. Батарейка у нас получилась. Ну вот это старая диагностика показала, что тут 36 были элементы, 47%, 38, 29, 22. Короче, я ее привел всю к 50-60% примерно. Ну 50 плюс. Потому что родных элементов по полтиннику у нее было очень много. И мы как бы двадцатки, тридцатки убрали, поставили сюда полтинниковые, и она будет теперь работать. На анализаторе разбег у нее показал 24 при нагрузке. Ну, как бы она еще выровняется, потому что в серединке мощные элементы засунули. Они еще просадятся, и они примерно к краям. А вот эта вот разница, она еще меньше станет со временем. Где-то примерно 15. Вот так вот она уйдет. В общем, мы делаем ремонт свой на долговечность стараемся делать, поэтому я очень часто применяю схему, чтобы, называется она горка. То есть в середину я засовываю мощные элементы, а по краям сильные, ну слабые, то есть вот как бы так. Ну а Макс там у меня тоже мотор снимает с Приуса. Почти весь раздербанил. Что, Максон, что расскажешь про Prius? Тяжкая тачка по разбору. Ну да, слишком много чего разбирать. Много секретиков всяких, фишечек. Вот он ее всю полностью почти раздербанил. Как Хонды разбирает, только здесь больше, чем на Хонде разбирать надо. Задача уронить нам двигатель с коробкой. Че, на подушках уже только висит, да? Ну на двух, ага. Ну осталось тебе этот катализатор открутить. Катализатор же откручен. Здесь осталось, да, и все. А здесь-то зачем? Ага. Ну. Ну, я думаю, он вылезет, наверное. Ну, подушка вот это по-любому мешать будет. Ее надо Вот открутить. это да, вот. О, Кися! Откуда такой пришел, интересно? Ты кто такой? Ну, дроссель уже принимает значение 15,6. Сейчас еще подопустится. У нас произведен ремонт Альфарда. Все собрали, все четко. Он приехал к нам на пробеге 135 474 километра. Заменили на нем 5 элементов. Проблема была в том, что, вот еще раз объясняю, что вот эти места надо чистить хорошенечко. Особенно под водительским сиденьем. Здесь вот есть воздуховод, вот он. Эту снимаешь здесь сеточка внутри. И ее надо чистить просто. С той стороны также. Иначе у вас по пол батареи